Мы едем в Зеленоградск на маршрутке. Сегодня суббота, 10 апреля. На улице +8, а завтра +19 обещают. Тут водоемчик. Домики хорошие. Какие-то прям горы тут, отвалы, рельсы. Хорошие дома, вот прям такие, это есть коттедж, дворцы прям настоящие. Вот там кто-то огородничает. Видел, там тетенька копает огород. Огородничает. И полянки зеленые. Ой, там корова. Много коровок. Тут прям сейчас были такие зеленые полянки. Мы уже в Зеленоградске. Представляете, мы на маршрутке доехали в Зеленоградск за 40 минут, за 90 рублей вроде бы с человека. Это совсем, ну, вообще мини. Здорово. Я очень довольна. И счастлива. Смотрите, какие синие цветочки уже расцвели. Я опять забыла, как они называются. На Х как-то. Ой, как же они называются? Сейчас я найду. Я забываю. Так, сейчас найдем. Хионодокса. Вот, эти цветы называются хионодокса. Мы сейчас пойдем искать, где попить какао и машинку. Вдруг мы сможем покататься. Конечно, сегодня не так, как завтра, но завтра мы планируем другую поездку. А сегодня просто решили доехать до Зеленоградска. Сегодня море довольно-таки бурное. Ветрено на улице. Но люди гуляют. А завтра 19 градусов. Я не представляю, как это будет. Такой перепад температуры. Но мы будем, наверное, кайфовать. Посмотрим. Но я счастлива быть на море даже в 8 градусов. Все равно счастлива. Потому что я люблю море. Очень люблю. Так потому что сильно прям вода разливается по песку. Поэтому подмыло.
сейчас хотим сходить в Партакофе. Я ходила в кафе Облако или Облака, чтобы сходить в туалет. Стоит 30 рублей. Вот, а потом мы пойдем вот сейчас в Партакофе. Я возьму какао. Вова, может быть, кофе или тоже какао. Но там очень дорого, как вы уже помните, потому что мы там уже брали кофе. Не, сделали-то они нормально, только очень дорого. Сейчас посмотрим. Вот у них же еще ларек был, помнишь? Может, он еще работает? У них там должно быть дешевле. Давай узнаем. Да. Мы сейчас с Владимиром Николаевичем, значит, думаем, на автобусе поедем тогда в Зеленоградск, потому что он ходил там по делам. Ему надо было в 12:30, вернулся он во 2 часу. Или где-то, ну, без 15:02. Я говорю, поехали куда-нибудь. Он говорит, поехали в Зеленоградск, потому что это самый оптимальный вариант. Из всех возможных это недалеко. Остальные города труднее доступны, так скажем. Я говорю, ну все, поехали. Он говорит, на электричку только в 4 часа. Я говорю, нет, поехали на автобусе. Посмотрели расписание, поехали на автобусе. Все, побежали на остановку, там вроде типа в 2:15. Смотрим, стоит маршрутка. И маршрут-то 114-й Зеленоградский. Подходим, написано 114-й экспресс. Думаю, экспресс, значит, остановок будет либо очень мало, либо совсем не будет. Я такая, значит, довольная. Мы забираемся в эту маршрутку. Он говорит, я отъезжаю прямо сейчас, а в маршрутке никого нет. Вообще никого. Только мы с Владимиром Николаевичем заплатили ему 180 рублей, по-моему. И больше никого. Я такая говорю, и что? Вы, говорю, нас двоих, что ли, повезете? Он говорит, я по расписанию работаю, мне пофиг. Я такая думаю, блин, реально, никакой ноль загрузки в маршрутке, а маршрутка поехала. Едем, мы останавливаемся у Пирамиды, это магазин такой. Там Максим всегда игрушки покупает. И там полная загрузка этой маршрутки. Мы просто на другой остановке первые были на гостинице Калининград. А следующая остановка полная загрузка. И мы так смеялись. А Владимир Николаевич еще телефон дома забыл. У него там карточка, это онлайн-оплата. Я говорю, у тебя сама физическая карточка с собой, давай наличку искать. Налички нету. Ну на дорогу там, туда-обратно точно хватит? На дорогу хватит, говорит, это наше приключение. Я говорю, я не люблю приключения. Ну, в общем, добрались нормально и деньги поняли, как доставать. Если что, он тут в Зеленоградске, в Сбербанк сходим, да снимем деньги. Вот мы уже в Партакофе. Вот тут есть бутерброды всякие. О, даже есть этот Фентиманс. Сейчас посмотрим. Здрасте. Нам с собой только где какао? Вот. А вот есть горячий шоколад, да? Есть какао, есть горячий шоколад. Какой это есть? Давай горячий шоколад попробуем. Большой, да? 2 больших давай. 2 больших горячий шоколад. Да. На обычном молоке, да? На обычном молоке. Ой. Нет. Можно у вас взять интервью? Нет. А? Номер WhatsApp 54, сейчас я вам дам чек, когда будет готово. Хорошо. Нам дали номер. Но я забыла какой. Номер 64? 54. Такие стульчики интересные. Я вот здесь сяду, а Владимир Николаевич будет стоять, видимо. Видимо, не услышал, сделал нам 2 какао. Ну ладно. Ничего, будет какао. Ну, посмотреть, да, можно? Точно 2 какао. Странно, да? А я хотела попробовать горячий шоколад. Да, в другой раз.
Ой. А ты крышечки не взял? Нет, сейчас возьму трубочку, подожди. Да, давай, крышечки еще неси. Вот такие какао. А горячий шоколад нам не приготовили, потому что перепутали. Зато вот бодрит, радует, согревает. Еще один, пожалуйста. А тут вкусный, горячий и крепкий какао. Вместо кофе. Вкусный, горячий, крепкий какао. Давай, крышечку ставь. Так. Осторожно, горячо. На. Так. Нет, нельзя. А хотя ладно, можно. Я и буду еще фото делать, но мне надо вот эти слова сфотографировать. Прикольно. Видишь, у всех разные слова. Мы идем и гуляем с какао. С горячим-горячим какао из Порто-кофе. Очень вкусно. Ну это классно, руки согреть. Да. И когда ветер, очень здорово об него руки греть. Вот горячие напитки всегда берите с собой на море. Особенно если это еще холодная погода. Мы в районе дачи. И сегодня на пляже, кстати, не так уж много народа. Тут качельки зато. Качельки все заняты. А на пляже немного народа. Тут вот есть пустые качельки. Даже есть где покачаться. Представляешь, Вова? Вот, качель. Да, я говорю, пустая даже качелька есть. Красиво сегодня. Прекрасный день. Прямо на кафе у моря дача. На самой вот этой верхушке чайки устроили, видимо, гнездо. Или что, и борются за место. И кружат над этим, а там две сидят такие довольные. Эти пытаются остальные сесть, у них не все выходит. И вот там вот это вот постоянно у них какая-то возня. Тут реликтовые корни обмывают морем. У нас есть очень хорошая знакомая, Ольга Лавриненко, и клиентка, и подписчица, и часто смотрит и лайв, и наш канал «Бумажка», где мы проводим игру «Угадай», и нашу школу Таро Альвиен смотрит. И вот недавно она выпустила видео, как ей помогли в жизни мантры. Это очень интересно, потому что, вот, во-первых, смотрите, если мантры тщательно нарабатывать, они действительно соединяют человека с вот как будто бы вот этой вот общей божественной энергией, пробуждают в нем единство со Вселенной. И как будто вот идет божественный поток энергии. И в жизни удается гораздо все легче, проще, лучше, когда ты каждый день посвящаешь сколько-то, ну даже минут мантрам. Владимир Николаевич уже несколько лет нарабатывает вот это мантрочтение, я это так называю, да? Мантропение. Как это делается? Многие люди повторяют вслух, многие про себя, многие шепотом. Ну, допустим, начиная по 108 раз в день какую-то мантру, да? Особенно благоприятное влияние оказывает самая главная мантра, это Гаятри мантра. Но также, если вы просто даже будете произносить звук Ом, это называется Омкар, кажется, да? То уже будет, это самый главный звук во Вселенной, так скажем. Тоже будет польза. Если вы будете заниматься повторением имени Бога, тоже будет польза. То есть все это относится, по сути, к молитве и мантрочтению. И вот как делает Владимир Николаевич, как делаю я часто, записываете на диктофон голосом мантру, своим голосом мантру, зацикливаете запись по кругу и слушаете в наушниках. Иногда мы даже ускоряем немножко
Ну, допустим, 1.2, 1.3, 1.4 ускорение, чтобы, допустим, ну, повторять быстрее, да, чем ты действительно повторяешь. Ты же про себя повторяешь, когда тебе в наушниках она слышится. И это очень благотворно влияет на жизнь человека. Мы на своем опыте убедились в этом много раз. И вот Ольга Лавриненко, психолог Ольга Лавриненко канал, подписывайтесь, заходите к ней на канал, смотрите ее ролики. Она прям ролик про это записала, она рассказала, что в ее жизни мантрочтение, вот повторение мантры очень повлияло благотворно на отношения с окружающими, на все сферы жизни. Она мне много раз рассказывала, что даже вот работает лучший денежный канал. Вот, поэтому пробуйте. Мы вообще, когда вот она вчера рассказывала в видео в своем, мы очень совсем согласны, что она сказала. Ольга, тебе привет, я знаю, что ты смотришь. Мне нравится, что ветра больше так нет сильного. И гуляешь, гуляешь по пляжу, так классно. Тут столько камушков. Тут прикольные камни. Надо немножко даже подворачивать. Аккуратно. Кстати, можно, помнишь, ты задумку хотела сделать из камней? Вот здесь много таких камней. Ну, я хотела сделать бы, но если ты будешь терпеть, ждать. Сегодня навряд ли. Ну, завтра тогда. Да. Там тоже есть камни, куда мы поедем. Так, по сути, видишь, сколько их скрыло? Да? Обычно столько не бывает. Угу.
тусовка какая-то. Ой, да бывает, люди на шашлыки выбираются или вот компании собираются. Приходим, а там Максим. Привет! Нет, они в доме собрались сделать шашлыки. Вот, смотри на корень. Корень, да, большой корень. Нет, смотри на камешки на корне. Ух ты! Прикольно кто-то сделал арт-объект. Здорово, разрисовали. Класс, я сфотографирую еще. Коты сидят, позируют, а люди их фотографируют. Сейчас мы ближе подойдем. Тут вот очень необычный есть памятник такой. Собаки-музыканты. И у них как это называется, ноты. Такая прикольная эта штука вообще. Нотная тетрадь, да, у них такая примечательная. А вот эти коты. 4-й бежит. Такие прикольные коты. Класс. А он там спрятался, черненький. А эти сидят спокойно. Их все подходят, фотографируют, они сидят себе. Такие смешные. Там вон, сейчас обойдем немножко. Вот, так вот виднее. Мы решили зайти вот на эту выставку. Магазин. Всегда было интересно сюда зайти. Здрасте. Ого, розовый кварц. Аметисты. Красивенько. Голубенький. Ну. Чего тут только нет. Цитрин. А здесь нет, тут несколько камней. Цитрин, видишь? А вот этот зелененький, не знаю, но он похож. Угу. Правда, хорошая выставка тут самоцветов. Выставка продажи. Да, я вижу, что это магазин. Камни у нас натуральные. Со всей России собираем. Угу. Мыло янтарное. Ядовая косметика. Угу. Вот кольцо с черным турмалином. Это агатная. Нет, написано Марион. Марион это черный турмалин. Нет, широтурмалин это совсем другое. Да? Да, это кварц. Ясно, все, поняла. Гальваника есть. Вот это гальваника. Это типа медь? Это медный раствор. Опускается живой лист. И получается вот такая красота. Руны, но янтарные. Амулеты. Вот такие есть у нас по знаку зодиака. Янтарные. Ну, янтарь-то мы видим везде, мы местные. А вот самоцветы, конечно, это интересно, потому что... Это вот мы единственные в таком плане. Угу. Для творчества, кто у нас работает, приходит. Угу. Аметистовые друза, видишь? Но это ведь не натуральный, да? Нет, это натуральный. Вот красный аметист. Вот он начал расти. Вот такой. Вот уже вырос немножко. Угу. Вот он начал расти. Угу. Растет еще вот такой аметистовый кварц. Вот. Угу. Да. Это от месторождения зависит. Где. Вот друзы. Это жаода Это- называется, агата. Ага, это агат. Вот у нас вот такой кулон есть. Ага, красивенький. С цитрином. Это у нас наш ювелир. Угу. Красивенько.
говоришь, сыт. О, смотри, разные поделки. Из камня у вас поделки? Это змеи. А, змеи. Оникс, змеи. Ну, змеевик это зеленый, Да. а этот селенит. Селенит. Мгм. Вот малахит. Вот селенит. Это оникс. Вот сердолик. Это массаж. Он массажер был такой. Вот такие для воды. А это чтобы воду заряжать? Да, да. Есть вон народный смартфон, есть. Я смотрю. Но это не серебро или серебро? Нет, это радированный медицинский сплав. Интересные какие всякие штуки. Вот есть шерол турмалина. Ну, здесь его нету, наверное, уже продали кольцо. Гранат. Вот шерол турмалина. Вот он. Шерол турмалина и гранат. А, вместе, да? Да. Или вот рубин. Угу. Вот турмалин розовый. Угу. Это не обработанные. Вот они. Красивенько. Вот гептас. Вот азурит. Лазурит, азурит, вот они. Тоже не А сколько обработанные. стоит вот это колечко с азурит? 3200. 3200. Угу. У нас и сережки такие же есть. Угу. Зорита, по-моему, покупал. Ну, азурит, лазурит, он более такой крепче, чем азурит. Азурит мягче. Поэтому он редко. Вот он кулон есть азурита. И сережки где-то были. Смотрите. Это вот гальванопластика, лунный камень, вот браслет. Это агаты. Вот. Ну, тут много чего. Авантюрина. Там бирюза. Бирюза, да, вот она бирюза. Нет, Хризокола, бирюза, нефрит, зеленый агат, хризопрас, горный хрусталь. Угу. Ну все, глаза у меня разбежались, конечно. Мы хорошо сходили. Я купила себе пирамидку из шунгита. А колечко, я очень хотела колечко, но ничего не смогла себе подобрать, потому что у меня разбежались глаза. И хочется всего и сразу. А возможностей таких, к сожалению, у меня нет. И если я и буду что-то покупать, какое-то себе кольцо, то нужно долго-долго думать об этих всех кольцах и пересматривать свои уже видео. И потом уже решать, что я себе из этих... Ну, очень, конечно, и цены приличные, и выбор большой. Но если уж что-то покупать, то нужно что-то одно себе выбрать. И это очень трудно для женщины. Вот. Но мне очень понравилась эта выставка-магазин. Красиво, да? Вот я думаю, что все оценят. Пишите свое мнение.